Добрый день, дорогая Мадина. Проект о мудрых женщинах, он переступил границы Абхазии и приехал в гости к нашим сестрам в Нальчик. И теперь это проект о мудрых женщинах Кабардино-Балкарии. И я не могла не встретиться с вами, потому что до глубины души тронула та идея, те достижения, которые у вас, как у человека, у женщины, у кабардинки есть. И несколько человек мне сказали, обязательно должна пообщаться, встретиться с Мадиной Хакуашевой. Каково быть писателем в Нальчике сегодня женщине? Мне кажется, для меня это абсолютно органично. То есть это такая какая-то закрытая для всех сфера, которая касается только меня, как мне кажется. До тех пор, пока у меня какое-то произведение не выйдет, не увидит свет. Причем пишу абсолютно без оглядки на то, какая будет реакция со стороны. Я пишу как бы для себя. Поэтому, такое камерное чувство, что это только мое дело, которое, мало выходит, наверное, на других. Личное, частное дело. Поэтому меня как-то особо не волнует, как это я воспринимаю со стороны. То есть я просто об этом не думаю. Какое место в том, чтобы вы стали писателем, и вообще у вас ведь удивительный путь, доктор филологических наук, при этом базовое образование, вы врач, Кардиолог. вы окончили медицинский факультет, но тем не менее прямая вас вывела, или наоборот, кривая вывела вас на путь такого литературного творчества. Так вот, какое место в этом пути занимает ваш дед, да, чьи строки я хотела бы зачитать, с вашего разрешения, Мадина? Можно? Конечно. Они меня тоже очень сильно тронули. Его обращение к матери в один из труднейших периодов в его жизни. Это строчки, которые он написал, не имея возможности быть рядом. «Жди меня, мама, мама. В труде неустанном выйдет из мальчика сильный мужчина. В старом ущелье над нашим Баксаном снова увидишь любимого сына». Алиша Генцуков. Какой след его сказался на том, что вы стали уникальным писателем для нашего адыгского мира, черкесского, кабардинского? А чем он уникален, мы еще поговорим. Вы знаете, наверное, я тоже об этом не думала. Я просто много знала о нем со слов моей мамы, моего отца, который был вообще-то первый исследователь. Представляете, так совпало, что он был первый исследователь творчества Алиши Генцукова. И именно, чтобы найти материал для кандидатской, он встретился с моей бабушкой, с маминой мамой. А поскольку кабардинкам неудобно говорить о своих супругах, она говорит, ты пойди к моей дочери, она по-русски тебе скажет больше. И так состоялось у них знакомство? Видимо, ей было удобнее, чтобы рассказала старшая дочь. И они встретились в горбольнице, в которой работала мама. И с тех пор, собственно, они потом стали встречаться, и через год поженились. Вы знаете, это, наверное, прямая дорога, тот путь, который благодаря вашему дедушке связал ваших родителей, и вы пришли в этот мир, да еще и продолжили такое литературное творчество. Да, это, конечно, почти детективный сюжет. Но я это просто какие-то эти факты знала, но относительно к себе как-то не применяла, потому что я просто делала то, что у меня была, в чем была настоятельная потребность. А как-то это соизмерять с судьбой дедушки или мамы, или семьи. Нет, просто как
получилось, так оно и получилось. Наверное, немало людей, кто хотел бы заняться литературным творчеством, но каждому из нас чего-то не хватает для этого. Таланта, усердия. Может быть, кому-то обрубили быстро крылья, и человек согласился с тем, что он не гениален, не умеет писать. А как ваш творческий путь проходил? Как встречали ваше творчество и помогали, поддерживали? Или, наоборот, это были встречи, которые повлияли на вас каким-то другим особым образом? В частности, та работа, о которой мы говорим, «Дорога домой». Вы знаете, я всегда знала, что я напишу книгу. Вот с детства. В 16 я каким-то удивительным образом зачем-то стала писать стихи. Но у меня внутреннего ощущения, что вот это прям совсем мое, не было. Вот была потребность, я писала. Но мы же все равно и на интуитивном уровне все чувствуем. Наше это, не наше. Вот я делала то, что какой-то глубинный такой внутренний диктат, мне кажется, есть у каждого человека. Ты повинуешься ему больше всего, независимо от того, кто что говорит. По крайней мере, вот что касается меня, я не могу сказать, что на меня вот внешний фактор влиял уж очень фатально. Хотя как-то к нам пришел папин двоюродный брат. Может быть, вы слышали, это был дядя Хачим Тиунов, это, значит, тоже известный писатель. И он сказал: Мадина, куда ты будешь поступать? Он к нам часто приходил. Я говорю: я буду поступать в институт имени Горького, потому что отец там преподавал. Там были, значит, вот черкесы приезжали, ребята из Черкесска, из Кабардино-Балкарии, из Адыгеи. Вот он черкесским группам преподавал теорию перевода и литературу. И вот он просто уезжал надолго, несколько лет подряд. И я говорю: это как раз туда, куда я хочу. А почему? Я люблю литературу. Но это же творческий институт, а что ты делаешь? Я пишу стихи. Но он, кстати, знал, что я пишу стихи. Это был один из тех людей, которым я показала, и который меня очень поддержал. Вот. И он говорит: а ты уверена, что в 17 лет ты уверена, что ты будешь писать стихи дальше? Я говорю: конечно, я не уверена. И все равно ты хочешь... Да, все равно. А не лучше ли тебе заиметь вот такую надежную специальность, вот как у твоей мамы, например? Так этот выбор специальности. И я хотела как раз уточнить, когда вы же пошли, и вы отучились, и стали врачом, кардиологом, это было внутреннее повиновение или все-таки мамино? Это был результат той неуверенности, которую в меня вселили мои родственники. Они сказали: буду ли я писать всегда? Ну как можно действительно знать в 17 лет, что ты будешь делать? Тем более всегда. И поколебавшись, тем более, что мама моя, абсолютно влюбленная в медицину, сказала: Мадинка, ты должна идти в медицину. Ну, в общем, я пошла в медицину, поступила легко. И на втором курсе я собрала самых авторитетных женщин. Это мама и наша сноха, вот я ее очень любила, Маржан Исмаиловна Чигимбаева. И я сказала: все-таки я литератор, я ухожу из медицины и поступаю на филологию. И они сказали в один голос: милая, ты заканчиваешь вуз, а там видно будет. И вы вновь согласились? Я вновь согласилась. Потому что в то время авторитарных детей, по-моему, вообще не было. А сейчас есть? А сейчас они более авторитарны, конечно. Потому что мамы более свободно слышат своих детей или по какой-то другой причине? Ну, во-первых, учитывая опасность, в общем-то, авторитарного диктата со стороны родственников, я, во-первых, свой авторитаризм тоже усмиряла в отношении своей дочери. Во-вторых, мы многие вещи не понимаем.
Но что касается вот каких-то внутренних побуждений в отношении детей, нужно к ним прислушиваться в более значительной степени, чем это было возможно в наше время. Опять-таки, это абсолютно ситуативно нужно говорить, потому что в каком-то случае можно говорить вот о том, что все правильно. В другом случае нужно говорить, нет, все-таки детей надо слушать. Я закончила ординатуру при Первом Московском медицинском институте имени Сеченова. И самое интересное то, что вот в какой-то там Градской, в которой я работала, у нас практика была очень интересная. Мне писали: Мадина Андреевна, врач от Бога. И мне так было горько это читать, я про себя говорила: знали бы вы, кто я от Бога, понимаете? А вы считали себя кем от Бога? Литератором. А сегодня, когда у родителей и у детей встает такой же вопрос, и вы наверняка с этим сталкиваетесь здесь, в нашем обществе, на Кавказе, Мгм. кто больше определяет выбор детей, родители или дети? Когда они в 16 лет, да, очень часто именно в 16-17 лет, должны принять решение идти учиться, и это образование один раз и навсегда, или есть возможность его потом изменить, сделать другой выбор? Когда я непосредственно сталкиваюсь с такой ситуацией, когда есть проблема выбора ребенка и куда ему идти, я достаточно бесцеремонно советую и родителям, и детям слушать внутренний голос ребенка. Я говорю: пожалуйста, учтите желание ребенка. Вот она, я живая. Да. Пример тому, что Да. не услышали в свое время. да? Вместе с тем, вот я не хочу быть столь однозначной, потому что я вообще фаталист. То есть я думаю, что в какой-то в известной степени очень много, если не все предопределено. И вот этот опыт, который мне дала медицина, эти люди, которых я там встретила, что касается и врачей, это были прекрасные, образованнейшие люди, которые, может быть, даже в литературе знали ничуть не меньше, а то некоторые больше, чем литераторы. Вот. Я узнала принципы работы, очень серьезной работы над собой. Я узнала прекрасных больных, с которыми потом я подружилась. Вот так же, кстати, как моя мама. Ее больные становились ее друзьями со временем. И, в общем, до конца жизни они приходили к нам, проведывали нас, любили. Но самое главное, как потом оказалось, вот, это мое, конечно, субъективное чувство, у меня сдвинулся значительно угол зрения, вообще, мне кажется, на жизнь. Общий Он угол сузился, зрения. он расширился. Мне Как он кажется, изменился? расширился. Мне кажется, расширился, потому что я воспринимала людей не только, с точки зрения филолога, да, с точки зрения врача. То есть я у нескольких людей вычислила вот просто эмпирическим путем. Понимаете, вот мы получаем с опытом какие-то такие знания, которые предопределяют нашу будущую судьбу даже в какой-то степени, нашу точку зрения, да, и общую, и частную на какие-то вещи. И я, например, в отличие от филологов, потом я уже невольно сравниваю себя с другими филологами, да, я не осуждаю так категорично, потому что я понимаю, насколько уязвим человек, его психика, его соматика. То есть я уже смотрю на него как врач. В каких-то тяжелых случаях, а их было немало. Ваша мама, светлая память ей, если бы она Спасибо. сегодня видела вас, как вы думаете, что бы она испытывала, видя вас, видя ваши результаты жизни, творчества, отношений с вашей доченькой, с ее внучкой? Как бы она о вас думала? Что бы она вам, какое послание передала? Знаете, вот я, кстати, каждый раз сверяю свою
точку зрения, свои действия с тем, как бы она мне посоветовала. Я ведь очень рано ее потеряла. Я думаю, она была бы рада тому, что есть. Ближе к концу ее жизни она мне говорила: я понимаю, что тебе нужно быть литератором. И она даже говорила со своими знакомыми, а их было немало, вот как бы Мадину, значит, вот без особых там, может быть, на 3-й курс, потому что она очень много читала там и прочее. Но как-то вот она способствовала уже тому, чтобы я приобрела эту специальность, потому что она поняла, что это не просто Ваша блажь жизнь. детская, но это что-то серьезнее. Вот. И вот меня спрашивают сегодня: ты не сожалеешь? Я сожалею с точки зрения того, что я не могу дать больным. Я бы могла, видит Бог, я бы хотела очень, но у нас только одна жизнь. И вот с точки зрения того, что я бы могла помочь людям, и вот мне многие говорят, вот я же сейчас консультирую кого-то, и сама того не желая, каким-то образом чувствую вот человека, его соматику, да, и получается вылечить его. Говорят: почему? Что ты делаешь в литературе? Но я не жалею. До сих пор я не пожалела ни разу. При том, что все непросто, конечно. Как вы относитесь к тому, что творчество, которому вы посвящаете время, силы, знания, свою любовь вкладываете, не всем доступны эти результаты творчества? Когда и как вы, как художник, как Слово. автор слова, да, надеетесь или желаете, ждете, что вы получите признание не только в мире экспертов, интеллектуалов и отдельных людей, потому что массовый читатель пока еще не имеет возможности какие-то значимые ваши работы увидеть и услышать. Что вы с этим связываете? Надеетесь, ждете, ожидаете? Наступит ли такой момент? Приближаете ли вы его? Вы знаете, технически я не приближаю, потому что у меня нет времени. И вот говорят, тебе нужен какой-то спонсор, литературный агент, кто-то там еще. В общем, человек-посредник между тем, что вот я уже, допустим, какой-то результат у меня есть, и я должна это все напечатать. У меня реально после того, как у меня «Страна насыпь» была напечатана, уже вышла, я не могла вообще даже осознать, вот как мне быть. Я просто потерянная была. Во-первых, куда? Потому что «Дружба народов», в котором вот эта «Дорога домой» вышла, она уже совершенно, не то чтобы совсем другая, там, кстати, коллектив замечательный был. Я очень благодарна им всегда. Это абсолютно независимое, такое неангажированное издательство, которое действительно печатает вещи, которые отвечают на какие-то вызовы времени, наверное. Но я, например, поняла впервые по-настоящему, что да, человеку пишущему, нужен литературный агент, который бы устраивал вот эти все моменты. Куда, как, сколько. Вы бы хотели этот момент встречи с таким литературным агентом? И, может быть, нас сейчас увидят и услышат. Отзовитесь. Ведь «насыпь» в переводе с кабардинского «счастье». Это счастье. Но мне кажется, это вообще тюркизм. Насыпь. И мне кажется, если это не так, вы меня поправьте, дорогая Мадина, счастье творца, счастье художника, оно и состоит в том, чтобы как можно больше людей прикоснулись к тому произведению, которое он создал. И я за то, чтобы мы, в первую очередь, адыги, абхазы, черкесы, увидели, услышали, пронесли историю, которую создали вы. И если можно, я бы хотела, чтобы вы немножко объяснили с вашей точки зрения. Это, наверное, самая неблагодарная миссия — сказать, о чем вы создали это произведение, но посыл, по крайней мере, этого произведения, которое вам удалось отразить. И почему я настаиваю на том, что как можно больше людей должны прочитать его, видеть эту книгу и познакомиться с вами, с создателем этой книги.
Ну, во-первых, мне кажется, что массовый такой читатель — это вообще, наверное, счастливое прошлое Советского Союза. Оно прошло. И, наверное, и я не сожалею, потому что, ну, тогда был какой-то бум читательский. Мы, кстати, с братом попали в него. Я добывала книги, он читал, и мы просто прочитывали, я не знаю, как, просто медленно выпивали эти книги. Другое дело, что, понимаете, любой текст, он предполагает примерно вот уровень твоей гуны, как Фатима Хараева говорит. Люди, которые, во-первых, болеют этой темой, во-вторых, им близок тот уровень, который ты вольно или невольно транслируешь в своем тексте. Вот, поэтому я подхожу к этому, то есть желать, чтобы тебя массово читали. Нет у вас этого. Нет, конечно. Но- Более того, и не надо. И не надо, потому что, вы понимаете, тексты, они... Ну вот меня Леонид Арамович Таракопян предупредил, возможно, ожидая какое-то мое будущее разочарование, что много не прочитают. Что вот интеллектуальный текст, мне это очень стыдно говорить, но и потом я так не считаю. Интеллектуальная проза он назвал. Это достаточно камерная такая проза, много читателей не будет. А у меня они случились, вы знаете. Вот интересно то, но во-первых, я не считаю, что это интеллектуальная проза искренне. Это просто, я не знаю, художественный текст, который кому-то близок. Потому что вот ко мне подходили, наверное, человек 10, вот те, кто прочитали. И вот самое приятное, отрадное было слышать: Мадина, ты как будто написала про меня. Ты что, жила в селе? Я говорю, я была там, конечно. Когда я смею задать вам вопрос об идее этого произведения, я невольно говорю о том, или бессознательно говорю о том, что ведь есть может быть, подобные темы произведения у абхазов, которое вышло далеко за пределы Абхазии. Это Баграт Шингупа, Да, «Последний это из мой ушедших». любимый роман. И если мы говорим, что у этого произведения есть сторонники, есть люди, которые всей жизнью своей понимают и принимают все, что было описано в событиях в этой книге, то, безусловно, читатель имеет право прикоснуться и к вашей книге, открыть ее, узнать, чтобы знать себя, свои корни, свою историю. Вы знаете, у меня рождался текст абсолютно спонтанно, почти стихийно. Вот. Я писала вот тогда, когда я не могла не писать. У меня не было цели написать что-то. Даже вы знаете, вот когда у меня уже были какие-то наработки, я не знала, как быть. У нас была такая маленькая двухкомнатная квартира в этот момент в Нагорной. Я дождалась, пока мужа и дочки не будет дома. Я разложила, написала по карточкам главы, темы, разложила на ковре и вот так структурировала композицию. Вот так создаются литературные произведения, когда их хотят создать и не могут уже жить, просто не написав, не создав. Вот. А потом мне стало понятно, почему вот такая у меня была ненормальная, сильная тяга сделать это. Потому что вот у меня была, к сожалению, ушедшая ныне Нина Шигинцукова, моя родственница. Она мне даже объяснила то, что я сама недопонимала. Она сказала: Мадинка, это ты написала о своей семье, но это семья, род, народ. Понимаете? То есть вот иногда семья, род, народ. Да. Это то, что является вообще формулой жизни абхаза, адыга. И адыга, да. И я эта болевая точка, но там не точка, там болевое место нашего народа, наших народов,
Я ни в коем случае не отделяю абхазов и адыгов, это фактически один народ. Вот. Я считаю, что это обязательно должно было быть выплеснуто. И вот когда уже стала писать, я вспомнила, что я все время в детских тетрадях, ну, в студенческих тетрадях, все время чертила что-то такое похожее на параграф, но только в горизонтальном таком варианте. И когда я стала писать, вот именно эту вещь стала писать «Дорогу домой», я узнала, что это тамга рода моей матери, Жигин Цукалов. Вот. Потом у меня случилась тоже очень странная вещь, когда вот я подумала, а вот что, какая категория людей вот из нашего народа были носителями такого свернутого, как бы запечатанного знания, которые они могли свободно потом транслировать. Носители культуры, нашего культурного кода. Кто они были? И я пришла к выводу, что это были джагуаква. Джагуаква. У вас тоже они есть. И вот я, значит, когда я написала что-то такое, как мне казалось, я придумала это. Вот. Ну, там, если будет кому-то интересно, это называется притча. Вот, я считаю, это, ну, такой вот... Особый вид знания, мысли, наверное, притча, послания. да. Ну, вот я вложила это вот в текст. И вот эта притча, она у меня, значит, содержит такой фрагмент, как новелла, вставная новелка, о том, как приходит, значит, ну, приходят враги в одно село, в аул, и говорят, вот стариков вызвали и говорят, где ваши, скажите, где ваши мужчины, и тогда мы пощадим стариков, вас, детей и женщин, которые остались. И один, значит, выходит, а это был потомственный джагуако, потому что это вот, ну, как бы призвание, которое передавалось по наследству, как правило. И он повел их, вот такой кабардинский Иван Сусанин, которых повел в горы. И вот когда он привел уже кузьими тропами в то место, откуда они уже выбраться самостоятельно не могли, они уже поняли, что они обречены, и старик их завел в совершенную глушь. И они сказали, вот ты был танцором, давай танцуй теперь для нас. И он начал танцевать с прекрасным настроением, с улыбкой, потому что он сделал свою экзистенциальную миссию, выполнил. И они то прострелили ему руки, чтобы он дальше танцевал, потом ноги, а потом его застрелили. И вот он так и умер, облокотившись у камня. И вот так как-то легко я это написала, просто за час-два, может быть, сидя на кухне. Я думаю, ну хорошо, это я все придумала, а вот мне же надо теперь знать, как по-настоящему, потому что я ничего про них толком не читала. И я пошла к нашему, ну, очень хороший фольклорист Адам Гутов. Я говорю, Адам, расскажите мне, пожалуйста, что-нибудь про черкесов джагуако. И он мне рассказывает рассказ, который я вчера написала от начала и до конца. Как это объяснить? Я не знаю до сих пор. Но есть вот по Вернадскому, по-моему, Космос какой-то, особая есть, космология. он считает, что ноосфера. есть ноосфера, которая какую-то информацию содержит. И когда и когда эта информация востребована через какой-то канал, но я не хочу спекулировать вообще, потому что мы еще очень многие вещи не знаем. Я не проявила себя, ни слова не сказала Адаму Гутову, потому что он мог мне не поверить. Я допускаю, что он бы, конечно, и поверил, но просто в глупом положении оказаться я не захотела. Я не призналась, что я вот ровно это уже написала. Ну, и мне, собственно говоря, не важно, поверят или нет, важно, что это для меня был такой инсайт, когда я поняла, что
случаются чудеса. И когда вот эту вещь писала, тоже были интересные штучки. А вообще в жизни вы часто встречаете вокруг себя женщин, людей, которые, может быть, так же, как и вы, или вы идете следом за ними, или они идут следом за вами, но предпочитают и владеют собой настолько, что им хватает вот этой сдержанности, как вам вот в ситуации с таким, ну, можно сказать, мэтром, наставником, Мгм. когда вы на его «а» не стали говорить «б», но сдержались и дальше продолжили, наверное, свою миссию. У нас много таких женщин, Это которые... особая национальная черта Это или это особо, интернациональное я качество? думаю, это национальная черта. Это те какие-то наработки эволюционные, которые складываются столетиями и передаются, опять-таки, не на генетическом, на эпигенетическом уровне. Я далеко такой не была. Я не была такой. И изначально я была непосредственной и достаточно открытой системой. Вот. Но, наверное, нам опыт дается за тем, чтобы отреставрировать то, что тебе дано. И я не скажу, что мы достигаем лучших результатов. Они просто вынужденные. Это как система защиты. Вот. Но другое дело, что вот что касается вот этой сдержанности, она есть именно в людях нашего народа. И я всегда этому учусь у них. И возможно, еще не доучилась. Я часто спрашиваю людей и хочу понять, а что является для них, для нас, для вас богатством? В чем вы видите свое богатство? Вы богатый человек? Я очень богатый человек, потому что я могу, имею возможность и главное, драйв, черпать вот это самое богатство в недрах нашей культуры, народной культуры. Может А быть, это немножко пафосно звучит, я терпеть не могу пафос, но это правда. вот вы владеете этим. А что оно вам дает? Вот лично вам. Вы владеете этим богатством. Я еще не владею, Так. я только пытаюсь. И то, что я знаю, это далеко не все то, что бы я хотела знать. Потому что мне кажется, что мы так далеко ушли от истинного понимания вот, культуры народа. И не только нашего народа, а народов Кавказа. Я так остро это переживаю и так хочу вот дойти до сути, до вот этого самого родника, до которого, конечно, никто из частных лиц дойти не может. Может быть, это только коллективное какое-то знание может приблизить. Но вот чем больше я узнаю, тем больше я поражаюсь, потому что это такие глубины, такие удивительные феномены, да, именно философии духа. Потому что у нас все время идет, знаете, такая тенденция описательная. Верно, да. То есть, а меня всегда интересует причинно-следственная связь. Моя дорогая Мадина, а как вы считаете, вот это время развития, расцвета культуры черкесской, кабардинской, адыгской культуры, оно в прошлом или этот ренессанс еще возможен? Я, наверное, оптимист абсолютно непогрешимый, наверное. Вот. А может быть, даже вообще не мотивированно и оптимистично, потому что все очень сложно, очень сложно. Потому что, ни для кого не секрет, что уходит язык. Транслировать какие-то коды культурные, чтобы они реально работали на твое сознание, можно только через язык. Вы понимаете? Поэтому я 15 лет пыталась спасти родной язык. Насколько это нам удалось, мне и моим друзьям, это вопрос другой, но видит Бог, я пыталась. И меня все спрашивают, а зачем ты пыталась? Ты ж плохо знаешь язык. Я говорю, именно поэтому я и пытаюсь. Можете сказать несколько слов об этом проекте, который вы инициировали? Это было 2007 год. Зинаида Махазовна, Габуния,
человек, который фантастически много знает о национальных языках, это прекрасный лингвист. Она мне до этого еще говорила, что вот у нас, значит, ЮНЕСКО объявила, что северокавказские языки, значит, они считаются угасающими. Но это была частная беседа, а здесь вот подтвердили коллеги из журнала «Дружбы народов», потому что они выступили ровно с этой тревожной идеей, ну, скажем так, проблемой. С этого момента я стала этим заниматься. Собрала команду, мы стали писать во все места. Ну, кончилось тем, что в 2018 году, вместо того, чтобы нам дали возможность реформировать систему образования, нам сказали, спустили сверху, что, значит, родные языки считаются уже необязательными. Хочешь — изучаешь, хочешь — не изучаешь. И вот тогда мы по инициативе Татарстана собрались в Москве. Это были, кстати, Патриаршие пруды. И там был такой камерный зал. И вот все представители всех национальных республик России там собрались. Вот от нашей республики мы были вдвоем. И вот тогда, в общем-то, образовался демократический форум, который, в общем-то, начал называться так: Демконгресс народов России, который был призван сохранить родные языки. Потом там, значит, вот от этого движения отмежевалась такое более такой маленькая струйка, которая называлась просто «За языки народов РФ». И в рамках вот этого вот движения, это не организация, а движение, вот как раз начались вот пандемия с 2020 года, я 40 докладов выслушала по этой проблеме. Мактина, вы даже не представляете, сколько сделано в национальных республиках по этой проблеме. Чтобы сохранить свой родной язык. Язык. И то, что не может сделать государство, делали языковые активисты. Как много они сделали. А мы должны, наверное, сказать, что сегодня 3 академических часа отводится кабардинскому языку в школе. Да. Это 3 раза в неделю по 45 минут. Да. Факультативно, не обязательно, только по волеизъявлению. Нет, но сейчас все равно у нас все-таки обязательное. Это обязательное, потому что я знаю, что была такая идея сделать это снова факультативным. Но все-таки обязательно. Вот я жертва, например, факультативного обучения родного языка. Но даже если вы будете изучать много в рамках школьной программы, все равно этого недостаточно. Там нужна серьезная реформа. И все эти наработки в 90-е годы наша республика прошла. Там есть совершенно фантастические проекты в рамках вот этого движения языкового активизма. Я адаптировала вот эту всю информацию, которую я услышала, и написала концепцию. Потом с моими друзьями встретились, я раздала, говорю, вот давайте вот возьмем бюджетные какие-то проекты. Мы сделали 4 проекта, а 5-й уже моя подруга, она уже внедрила до того, как началась пандемия. И у нас Жихжах называется, под деревом. И 3 года этот проект прекрасно функционировал. Вы понимаете, там детей стало много, они все хотели вот заниматься этими вещами. Сегодня кто-то продолжает эту идею? Нет, не продолжает. Какое место сегодня кабардинский язык занимает в системе отношений общества, государства, службы, которые выполняют основные функции? Где язык сегодня присутствует? Нет его в процессе делопроизводства. То, что мы хотели, в общем, настаивали на этом. Потому что если кабардинские и балкарские языки не будут функционировать в деле производства, если они не будут работать реально,
Все остальное это просто декларации. В названиях я тоже не вижу В кабардинского названиях языка. нет. Театр Там- есть? А? Театр, Театр есть есть имени Шагинцукова на кабардинском языке? на кабардинском языке. Но вы понимаете, что если вот нет анклавов, это села, да, где уже работает этот язык постоянно, причем на бытовом уровне, если это будет работать язык, он не будет себя репродуцировать, потому что нужен литературный язык. Он должен быть обогащенным, он должен быть живым, функционирующим. Если вы говорите на бытовом уровне, это все равно будет медленная деградация языка. И сегодня, я знаю, вы работаете над тем, чтобы и книги ваши были переведены на кабардинский язык. Да. И вот это как раз то, что вы продолжаете нести как миссию. Ну, я, наверное, тоже на каком-то таком высоком уровне, я бы так не сказала, потому что вот он тоже это как вот что-то подсознательное. Вот у меня уже вышла, допустим, вот эта страна насыпь, да. Мне один товарищ из Москвы пообещал, что он мне реализует, он мне напечатает эту книгу. И я к нему не звонила. Спрашивается, почему? Наверное, потому что я ждала, что вот возникнет ситуация, когда ну, так, в общем-то, зайдут все причинно-следственные отношения, что должна была бы появиться идея перевести ее на кабардинский язык. Вот сейчас она у меня переводится на кабардинский язык, и я чувствую, что вот это, наверное, самое главное, что происходит. Поэтому я надеюсь, что это очень... Причем переводчик у меня очень хороший, это очень талантливая Насиат Кармова. Она прекрасный знаток архаического кабардинского языка. Она еще и поэтесса талантливая. Вам удается встречаться, общаться с коллегами, носителями знаний об абхазском языке? И что мы можем сделать вместе, абхазы и кабардинцы, для сохранения и приумножения нашей культуры, нашего языка, дорогая Мадина? У нас не отпечатано это в сознании как что-то такое очень важное в истории нашего народа, наших народов. Например, что, значит, Георгий Федорович Турчанинов открыл ашуйскую цивилизацию. Ашуйская цивилизация, которая не просто была цивилизация, она еще имела письменность. Книгу он написал в 1979 году, которая называлась «Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа». Он считал, что это финикийское письмо, потому что как бы априори предполагалось, что у кавказцев письма может, скорее всего, не быть. Да, так нам Знаете? транслировалось. Вот. Мы говорим бесписьменные молодые культуры. При том, что самой древней культурой является абхазо-адыгская. Наряду, кстати, с нахско-дагестанской. Вот нахско-дагестанская восточная и абхазо-адыгская западная, они имели мощные корни. Это одна из древнейших, если не самая древняя цивилизация, представляете себе, в мире, доиндоевропейская, которая потом повлияла на индоевропейские языки. Я с удивлением узнала, ну то есть не только узнала, сколько сопоставив факты, я узнала, что христианство впервые в мире пришло к кавказцам. Это армяне, грузины, абхазы, даже в Дагестане было какое-то время. Другое дело, как потом сложилась эта история. 4 из 12 апостолов пришли сюда исповедовать мусульман. Они как миссионеры сюда пришли. Да, и есть святыни в Абхазии, Да. подтверждающие. И приняли они, вот, например, армяне и грузины приняли в IV-V веках нашей эры. Даже, нет, раньше даже, 3-4 век, по-моему. И тогда же у них была письменность, возникла письменность. И почему мы удивляемся, что была письменность у абхазов, которые были непосредственными соседями грузин?
Другое дело, в силу драматических исторических обстоятельств она исчезла, но она была. И нам надо об этом знать. И не просто знать, нам нужно выстроить наше просвещение, образование таким образом, чтобы это знали наши дети. Но невозможно решать порознь какие-то культурные задачи, и мы будем просто удивлены и несказанно рады, если даже объединившись, объединив усилия, причем серьезно, а не декларативно, да, мы сможем что-то сделать. Обязательно. Да, если бы у меня был бокал, наполненный абхазским вином, я бы встала, поблагодарила и сказала, что вот давайте выпьем за это. Но настолько воодушевляет вот этот разговор, и, может быть, он нас соберет вокруг этой беседы тех людей, которые готовы будут продолжать эту идею реализовывать. И пусть как можно больше молодых людей будет вокруг этой темы, слышат вас, открывают новые источники, хотят увидеть, узнать свое прошлое, своих предков. И не стесняются говорить об этом, и несут с гордостью это знание. Спасибо вам, Мактина, большое за возможность вот реализовать вот те явные и тайные интенции, которые в нас живут, Да. и не находят выхода, кстати. Но объединяют нас, но собирают нас. И вот мы к вам приехали и, к счастью, встретились с вами и поговорили.